Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как мужчина бился головой о капот чужой машины. И зачем он это делал. Давай, поговорим. Че? Слышь ты, давай смотри. Покажем, к чему привел проезд на красный свет в центре Казани. Вы на красный выехали, получается? А также признались во всем. А что, сорвали сумку, что ли? Нет, просто деньги. Требовали или просто достали сами? Требовали. Подозреваемые сознались в ограблениях и кражах у нетрезвых людей. Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвый мужчина бился головой о капот «Лады Гранты», припаркованной у станции метро Яшлек, а затем лег на землю у автомобиля и уснул. Владелец машины этого номера не оценил и вызвал полицейских, чтобы, во-первых, к нему самому не было никаких претензий, во-вторых, чтобы потом можно было взыскать с виновника ущерб. Нафиса Минязова увидела, как отреагировал мужчина, разбуженный людьми в форме. Головой, видите, сюда прям пьяный человек, еще ругается. Ударившись об капот, мужчина упал на землю и уснул. Об этом рассказал брат владельца «Лады Гранта». Последний, к слову, в этот момент сидел за рулем в припаркованном автомобиле. Он же и вызвал полицейских. На место приехали и медики, чтобы убедиться, что нетрезвый пешеход от удара не проломил себе голову. Но вместо того, чтобы жаловаться на боль, он стал умолять врачей забрать его и не передавать в руки сотрудников правопорядка. Выяснил, что он ранее уже был судим за разбойное нападение, но причин госпитализировать его врачи не нашли. Сейчас на нашу поедем. Большой, хорошей, красивой машине. Как вид персона. Садиться в патрульный автомобиль мужчина так просто не захотел. Он всячески старался препятствовать этому, как нецензурной бранью, так и физически. Руки, убери. Нормально хлазит. Он оскорблял сотрудников полиции и очевидцев. Вас очки пока сниму, чтобы увидеть членов вредить себе. Договорились? Нет. В отдел подъедем, я вам их отдам. Когда выйдете с машины? Да. Он явно не рад был и телекамерам, но сформулировать и озвучить это у него не получилось. Давай, поговорим. Слышь ты, давай смотри. Дебошира все же усадили в патрульный автомобиль, хоть и с трудом. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. «Лада» 14-й модели и «Рено Логан» не смогли разъехаться на проспекте Победы. По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля решил свернуть направо в сторону торгового центра со средней полосы. Владелец иномарки, ехавший по крайнему ряду, к такому маневру не был готов. К чему это привело и какие версии выдвигали участники происшествия, расскажет Айрат Назипов. Вот машина идет, вот так поворачивает, а вот тот летел сзади, он не... Почему? Он вас справа. Да. Попытка водителя «Лады» 14-й модели повернуть в сторону торгового центра обернулась провалом. Мужчина ехал по средней полосе. Рено же в этот момент двигался сзади, по крайней правой. В зеркало посмотрел, он еще далековат был. Но я уже, видишь, он только морду высунул, он меня въехал сразу. После столкновения иномарка вылетела с дороги и едва не въехала в столб. Ее водитель рассказал, что избежать столкновения в той ситуации уже никак не мог. Я ехал прямо, и резко перед поворотом, без поворота, без чего, он просто перестраивается, как хотел повернуть направо, но меня не пропустил, как правая рука. Мой, передний бампер ударился в его переднее крыло. Он поворачивал, мы уже были на равнине. Никто из водителей не пострадал. Признавать свою вину никто не стал. Оба остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Массовая авария с участием 5 машин произошла этим утром в Бугульме. Легковушки столкнулись на пересечении улиц Гафиатуллина и Калинина. В результате аварии Нива перевернулась на крышу. Помимо нее в ДТП участвовали 2 автомобиля марки Hyundai, Kia и патрульная «Лада». Погибших и серьезно пострадавших в аварии по предварительной версии нет. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. А на пересечении проспекта Победы и улицы Сыртлановой дорогу не поделили Hyundai Solaris и Ford. Последний, по рассказам автомобилистов, выезжал с прилегающей территории и не пропустил корейскую иномарку. Как итог, обе машины получили серьезные механические повреждения. В результате происшествия никто не пострадал.
Попытка проезда перекрестка на красный свет стала причиной крупной аварии в центре города. На пересечении улиц Ташаяк и Лево-Булачная столкнулись Део Некси и Шевроле Лачетти. По словам очевидцев, нетерпеливый водитель последний не стал дожидаться разрешающего сигнала светофора. Последствия увидела Анна Городнова. Долго ждем, долго. У некоторых нервы сдают. Некоторые на красный выезжают, нарушают. Очевидцем аварии стал не один человек, поскольку на перекрестке улиц Ташаяк и Лево-Булачная многие стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора. Один водитель ждать, видимо, утомился. Вот нарушитель поехал. И вот сам момент. На кадрах видно, что водитель «Шевроле» действительно выехал на перекресток на красный. О том, что его подтолкнуло на это, говорить он не захотел. Вы на красный выехали, получается? Удар был настолько сильным, что Део развернуло и отбросило на ограждение. Проезжавшие мимо медики остановились, чтобы помочь. Никто не пострадал, нормально, все живы, здоровы. К счастью, их помощь никому из участников аварии не понадобилась. Они остались на месте происшествия дожидаться автоинспекторов. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин. Вызов 112. 33 раза только за одни сутки выезжали спасатели на тушение возгораний сухой травы и мусора. Очаги возгорания были зафиксированы в Ознакаевском, Актанышском, Елабужском, Лаишевском, Мамадышском, Нижнекамском, Нурлатском, Спасском и Ютазинском районах республики. Виновных ищут. Им грозит административное наказание по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Она предусматривает штрафы для граждан от 2 до 3 тысяч, для должностных лиц от 6 до 15, для юридических до 200 тысяч рублей. МЧС предупреждает, сжигать траву и мусор нельзя. Также запрещено разводить костры на полях, в полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и на землях сельхозназначения. Разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, листьев запрещается в местах общего пользы населенных пунктов, за исключением мест, определенных главами сельских поселений. Помощь спасателей потребовалась 8-летнему мальчику в одном из бассейнов набережных Челнов. Ребенок засунул пальцы в аппарат для приготовления кислородных коктейлей, после чего его руку защемило. Прибывшие на место сотрудники МЧС освободили школьника. Позже его мать доставила ребенка в травмпункт. 19-летние молодые люди, один житель Елабуги, другой казанец, задержанные полицейскими, сознались в грабежах, разбоях и краже. Отбирали деньги и ценные вещи, не скрываясь, порой под угрозой ножа. Иногда перед преступлением пили с пострадавшими. Уже потом сказали, все ради выживания, денег нет и брать их было неоткуда. Алия Хайрудинова узнала подробности преступлений. Вину признаете свою? Да. Они сейчас во всем признаются, но ни слова о раскаянии. Говорят, тогда думали только о себе. Не работают, денег нет. Вот решили брать у тех, у кого есть. В одном из баров в Вахитовском районе познакомились с 48-летним мужчиной. С ним и пили. А затем, когда никто не видел, под угрозой ножа отобрали у нетрезвого мужчины деньги и телефон. Ущерб 19 тысяч рублей. А что, сорвали сумку, что ли? Нет, просто деньги. Ну а откуда, с кармана, что ли? Ну, требовали или просто достали сами? Требовали. На следующий день в полицию пришел 22-летний молодой человек с аналогичным заявлением. Рано утром на улице Пушкина двое неизвестных открыто похитили у него кошелек с деньгами и банковскими картами, а также паспорт. По результатам задержаны двое молодых людей в возрасте 19 лет. Вину свою в совершении преступлений молодые люди признали. Уже в ходе расследования этих уголовных дел выяснилось, что задержанные причастны еще к совершению кражи телевизора стоимостью 15 тысяч рублей. Технику они похитили в квартире у своей знакомой, с которой вместе распивали спиртные напитки. У меня подельник. Все забрал телевизор, ты что? Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по 3 статьям: кража, грабеж и разбой. Служители Фемиды решили, что суда не будут дожидаться под стражей. Алия Хайрудинова, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.